freedom for all nations. Putin, out of Ukraine! Putin, out of Ukraine. Putin, out of Syria. Ours, and it is not. В этом году, спустя 10 лет, Путин приезжает, будет выступать на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. И в преддверии его выступления мы проводим акцию протеста. Все, кто против Путина, пришел сюда. Это же как относиться к ООН, да? Организация, в принципе, очень мало что может сделать. Вот они раз в год съезжаются, и, в общем-то, это платформа для многих, чтобы выступать. И Каддафи шатры ставил, и Ахмадинеджад там, ну, что было. Вот, поэтому Путин один из этого ряда диктаторов, который приезжает здесь выступать, пока ему еще можно. Как правильно сказал Лев Пономарев, надеемся, что это его последний приезд сюда. Для меня в этой акции есть два самых больших смысла. Во-первых, эта акция, насколько я знаю, первая, которая официально проходит как коалиционная между всеми диаспорами бывшего Советского Союза. И стран, которые в нее не входили, здесь есть и поляки, есть израильтяне и многие другие. Всех это касается, и все вместе. И это очень важно, что мы вместе, что мы показываем, что это не зависит от того, кто, где, как, исторические обиды, потому что у нас есть общие ценности. Второе, это необходимо показать уже американским политикам, что компромиссов не должно быть. И нельзя торговать вопросами войны и мира в Украине в обмен на любые геополитические конструкции, соображения, экономические и прочие интересы, которые есть, например, на Ближнем Востоке. Ватан, миллет, Крым! Ватан, миллет, Крым! Ватан, миллет, Крым! Знаете, как к папе римскому приходит искать защиту у него. Вот мы приходим сюда, в Организацию Объединенных Наций. Мы пришли сюда с представителями нашей общины, чтобы выразить поддержку президенту Украины и Мустафе Джемилеву, всей этой команде, за то, что они самоотверженно борются за восстановление территориальной целостности Украины. Рано или поздно все это исторически будет восстановлено, и все будет соответственно. И татары крымские наконец обретут покой и спокойную нормальную жизнь у себя на родине. 20 лет мучений и страданий только начали немножко в себя приходить, и опять новые испытания. На новое поколение вошло новое испытание. Мне 85 лет. Я был в репрессии. Я участвовал в сталинской депортации. Я пришла протестовать против того, что я хочу свободного Крыма. Я хочу свободы для своего народа. Украина! А Беларусь? Мы тут для того, как выказать нашу солидарность, нашу підтримку наших братів українців. Тому що всім відомо, що Білорусь може бути наступною ахвярою російської агресії. Крайний протест против Путина, поддержка Украины всеми возможными силами. Был бандитский захват территории, провокации, создание этой гангрены в Украине. Больше не было никаких идей. И я верю в Украину. Я знаю, Украина отстоит свою свободу. No Putin in New York! No Putin in New York! Я стою в стране уже почти 24 года, иммигрант из Москвы. И мне стыдно, что я там жил, и что меня ассоциируют с Россией сейчас американцы, когда они спрашивают, откуда ты, я говорю, из России. Я хочу как-то протестовать и показать, что выходцы из России, я еврей, и евреи тоже протестуют против агрессии, против бандитизма, который... Фактически Путин это международный бандит и преступник. Но, к сожалению, и руководство Запада проявляет слабость. И то, что они все время вечные, бесконечные переговоры ведут. Здесь будет рев во время его речи.